Белорусы вновь встречают на своей земле участников 4-х всероссийских соревнований по быстрым шахматам и блицу среди обучающихся, проживающих в сельской местности. С прошедшими новогодними праздниками вас, друзья! И с новой встречей старых и новых друзей. Шахматы – игра молчаливая, но это вовсе не значит, что сегодня нужно молчать. Сегодня можно кричать! Давай проверим, не разучились ли наши шахматисты кричать. Проверим! Готовы? Ну что ж, давайте все вместе громко поздороваемся, конечно, по-нашему, по-удмуртски. Деть буриш и шьёс. И, конечно, помашем ручками. Но для начала самые опытные участники делегации, которые приехали к нам уже в 4-й раз. Вы готовы? Начинаем мы с вас. Итак, деть буриш и шьёс. 3-4. Отлично! А теперь здороваются те, кто приехал к нам во 2-й и в 3-й раз. Вы готовы? Давайте все вместе. 3-4. Ну а теперь слово нашим новичкам. Еще раз напомню, по-удмуртски здравствуйте, друзья, звучит так. Деть буриш и шьёс. Итак, новички готовы? 3-4. Прекрасно! А теперь все присутствующие еще раз давайте поздороваемся. Деть буриш и шьёс. 3-4. Прекрасно! А теперь также дружно кричим отгадку на загадки, которые мы вам загадаем. Эти загадки вам все известны. Это название шахматных фигур. У него большая роль, а зовут его... Отлично! Шустрый, быстрый, как огонь. Шахматный, но все же... Правильно, конь. Не фигура, а насмешка. Это маленькая... Ну, конечно, пешка. Не отвесит вам поклон. Не индийский, хоть и... Верно, слон. Есть сестра у корабля. Это важная... Какой там голос. Здорово, молодцы, ребят. Самый главный в войске есть. А для вас он просто... Верно. Отлично! Хорошо умеете кричать. Ну, а у шахматной фигуры знать вам по игре положено. А знаете ли вы, что в России 2023 год объявлен годом педагога и наставника? Знаете? А это значит, что год посвящен и вашим наставникам, вашим тренерам. Давайте сейчас все вместе скажем им наше спасибо. 3-4. Спасибо! Давайте еще раз. Спасибо, кричим хорошо. 3-4. А теперь еще и на удмуртском языке. Тау, мы же учимся. 3-4. Тау! Замечательно. Скажем вам по секрету, что на эту встречу мы пригласили 3 интересных новогодних персонажей. А вернее символов 2023 года. По китайскому гороскопу, ведь всем известно, что в китайские шахматы играют самое большое количество людей. Символами 2023 года становится кто? Правильно, кролик и кот. И еще один символ 2023 года, но уже по старославянскому календарю, кстати, он наступает послезавтра. Это огнегривый конь. Мы же все-таки россияне. Итак, встречайте символы 2023 года! С наступившим годом новым
Поздравляем всех гостей. Пусть он будет супер клевым. Мирных вам ночей и дней. Мау. Хоть из древних я времен, Хоть в Китае я рожден, Все ж мы встретились в селе. на Небеской, на земле. Значит, надо нам признать, что по небеске вам играть. Под удмуртскую вам песню надо вместе станцевать. Танцуем все вместе с нами под песню известного композитора, рожденного на Девётской земле, Геннадия Михайловича Карепанова-Камского. Ребята,